Ну, здесь, во-первых, приятные люди, с которыми приятно поговорить. И очень вкусная еда. Рахмат штабу за это, Рустаму Фазиевичу, за то, что все это организовывает. Я здесь всего лишь третий раз. Первый раз побывал 5 сентября. Очень нравится здесь. Каждый раз встречаю много новых людей, новые знакомства, много новых эмоций. Очень все круто, нравится. Очень рад, что в Москве есть такое место для объединения татар. Дружные, веселые ребята, пока такая теплая атмосфера. Все общаются, кушают. Надеюсь, приду еще. Мне нравится штаб татар, во-первых, приятной атмосферой, во-вторых, интересными собеседниками, и в-третьих, тем, что я могу отдохнуть душой в этом месте. Мне нравится все. Мне нравятся люди, мне нравится вкусная еда, мне нравится приятная домашняя атмосфера и мафия, в которой я учусь хорошо играть. Пришла сюда и уже сразу почувствовала эту энергетику татарскую. И все очень-очень нравится. Хайли Кичуслар. В общем, сегодня поговорим про психологию реальности. Вот. Все мы думаем, что мы живем в реальности и видим ее. Допустим, вот сейчас я смотрю на вас, вижу вас, где-то сколько человек, 40, наверное, у вас, плюс-минус. На столе стоит прекрасная еда, и думаю, что это вполне реально. Вот. Как я даю вообще определение реальности? Реальность для меня это отражение того, что я вижу, того, что я слышу, и того, что я чувствую. Вот. Хочу спросить, допустим, у Донат. Салам. Вот думаю, что такое реальность? Просто пару мыслей кинь. Знаешь, мне кажется, это просто как набор материальных точек. Да, набор материальных точек. Интересная мысль. Так, давай спросим у Джамиля. То, где мы сейчас находимся. Хорошо, спасибо. Так что я могу сказать по поводу реальности? Просто между делом я книжки читаю пару штук, поэтому есть кое-какая информация, которая, лично для меня зашла. Сейчас. Мы воспринимаем как реальность. В основном это через зрение. Большинство информации заходит через зрение, и мы видим какую-то определенную картинку, и эта картинка дает нам информацию. Мы получаем ее зрительным образом, но мы получаем ее так, как обрабатывает ее наш мозг. То есть, вот мы видим, допустим, апельсин, но апельсин у каждого будет смотреться по-разному. То есть, у кого-то он будет более такой оранжевый, у кого-то более желтый. Соответственно, наш мозг, он строит картинку реальности каждого по-своему. Допустим, для кого-то этот человек, не знаю, любой человек будет казаться красивым, привлекательным, а для другого, вообще неинтересен ему, соответственно. Вот. Это в жизни так работает. Поэтому мы обрабатываем визуальные данные, переданные нам от глаз, с помощью нашего мозга. И сначала наш мозг группирует наши поступающие импульсы по основным факторам: цветам, формам и также узорам. Затем он связывает полученные образы с воспоминаниями. Допустим, у нас есть какое-то воспоминание, хлеб. Мы знаем, как выглядит хлеб, и мы не задумываемся, что это хлеб. Мы просто видим, понимаем, что это хлеб. Допустим, видим Камиль и понимаем, что это Камиль. Вот. Большинство знает здесь Камиль, поэтому я привел его. Что еще могу сказать? Сейчас я кое-что покажу. В общем-то, здесь, на этом листочке, вы видите набор цифр. Как вы понимаете, это номер телефона. Мой номер телефона, который вы сейчас, в принципе, можете записать. И, соответственно, мы воспринимаем вот эти цифры как цифры. Мы не задумываемся, что такое. Просто 8 – это 8 цифра. И
мозг это воспринимает по нашей памяти. Мы не задумываемся, что это цифры. В общем-то, сейчас такой будет небольшой, так скажем, конкурс, мини-эксперимент, в котором вы можете выиграть мед. У меня с собой есть мед, сейчас я его достану, сейчас, 5 секунд. Вот, как вы видите, вот в этой баночке, сколько здесь, 700 мл, здесь цветочный мед, башкирский цветочный мед, который я привез с дома. Вот, это раз. Соответственно, это гречичный мед, здесь чуть поменьше, но, в принципе, он тоже вкусный, даже более полезный, чем, на самом деле, цветочный. Так вот, если вы желаете выиграть этот мед, то есть будет 2 человека победителя, но не факт, что будут они. Вот. И мы это на самом деле узнаем сейчас. Сейчас. Всем видно номер телефона. Ну, кто хочет, можете записать. Ну, реально, запишите. Кто хочет, просто бесплатно получить мед. Да. 8 929. Это реально? Да, вполне реально. 8 929 952 62 87. 8 929 952 62 87. Еще раз, кому-то нужно повторить? Повтори еще раз. 8 929 952 62 87. Кто хочет, короче, записал. Как вы видите, можете желательно открыть лучше WhatsApp. Ну, то есть мой номер привязан к WhatsApp. Вот. Откройте WhatsApp, то есть диалог, в котором вы напишите сообщение. Да. Сейчас вот у меня в WhatsApp 0 пропущенных, непрочитанных сообщений, вообще 0. То есть все прочитанные, соответственно. Все прочитанные сообщения. А нет, стоп. Кто-то точку отправил. Все, нет, все, не пишем, хорош. Ильяс, пока не надо писать. Говори уже, давай, Маша, а то они тебя сейчас Нет. закидают. Пока не надо вообще ничего писать, не надо. Ну, типа, это просто... Просто откройте. Просто откройте. Но будьте наготове. То есть, кто-то уже зазвонит мне. Звонить тоже не надо, звонить пока писать не надо. Ну, то есть, по команде все это будет. Давай, говори, что делать. Номер записали? Да. Хочешь записать? 8 929 952 62 87. Сначала думал. Просто деньги торчишь. Не могут достать. Бьет в игру. Так не будешь, да. Будет что покушать. Так. Ну, те, кто хотел, тебя записал, значит. В общем-то, в чем суть? Суть в том, что будет 2 победителя. И какие условия? Вот, если на мой WhatsApp придет не больше... Стоп, не надо писать, кто звонит, не надо звонить. Если на мой WhatsApp придет не больше 2 сообщений, то победители, которые напишут первым либо вторым человеком, они выиграют. Если напишут больше 2, то есть 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, то, соответственно, вообще победителей не будет. Смысл в том, что будет 2 победителя, которые напишут, но условие в том, что не больше 2 человек. Вам понятно? Давайте выберем, как будем... Да, а разговаривать можно между собой? Нет. Молча. Это ребус. Вы поняли, да, в чем прикол? Поняли? Нет, без переговоров. Ну так, чтобы все по-честному было. В общем, у вас есть минута времени. Сейчас я засеку время, секундомер поставлю. Так, секундомер. Все, время пошло. А если никто не напишет? Нет, не будет победителей, соответственно. Условие в том, чтобы либо 1 человек, либо 2. Нет, мы не можем хейт. Так. Чтобы никто не знал. Матис вышел такой, начал стратегию рассказывать, что делать. Так, что у нас по времени? Остается полминуты. Но выигрывают мед именно те, если 2 человека, которые только напишут. Но если больше, то больше, соответственно, как бы. Вот. Все, время истекло. Так, ну давайте посмотрим, сколько у меня здесь пропущенных в данный момент. Так, ну ладно, сообщение удалено, кто-то удалил сообщение. В общем-то, у меня в данный момент, как вы видите, 6 пропущенных сообщений. Ну, посмотрите, ну типа 7, но одно сообщение удалено. Видно? Да. Видно. Ну, соответственно,
Даже по оплату не прокатит, получить мед. Не знаю, кто писал, кто это? Девчонка вроде какая-то, да. Вот, теперь переходим к тому, чтобы этот... К самому главному, да. Не, ну можно аукцион устроить, конечно, если хотите, но хотя, блин, ставка будет... Не, если вы хотите, могу аукцион устроить, на самом деле. Реально? Так, ну давай, сейчас посмотрим, все точно все играл. Стартовая цена этого лота, ну, допустим, 125 рублей. 125 рублей. Раз. 150. 150 рублей раз. 200. 200 рублей раз. Давай 250. 200 рублей. 250 раз. 252. Что? Большой. Так, ну, соответственно, сейчас до 3 считаю, как бы. Не, за маленькую. За маленькую? 250, да? Давай, 250 раз. 252. Что? 250 рублей раз. 261. Не, давай плюс 5 хотя бы. 300? 300 рублей раз. 300 рублей два. 300 рублей три. За маленькую. За маленькую. А? Гречишный. Не горчичный. А он вкусный, на самом деле, если хочешь. Он полезнее. Все, я понял. Это было продано. Давайте тебе этот. Ну, стартовая цена, ну, блин, сейчас сколько грамм? Сейчас посчитаем. Не, давай, стартовая цена 450 рублей. Ну, это минималка. То есть, здесь 700 грамм, соответственно, ну, типа нормально, на самом деле. Вам хватит, ну, достаточно большое количество времени. 450 рублей раз. Слышите, мед 450 рублей два. Что, никто не хочет? Вы точно подумайте. Чего? Да не забирает? Ну, короче, давай, 450 рублей раз, 450 рублей два, 450 рублей три. Все, лот продан. Вот. Цена сегодняшнего вечера. Небольшая такая программная, как скажем, программное выступление. Так, с небольшой пользой, про то, что как мы воспринимаем информацию, и про то, как воспринимаем мой номер телефона, соответственно. Вот. И спасибо большое за ваше внимание. Рахман Зарахман.